Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспондент Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Холод наступает, а тепла нет. В одном из крупных зданий Нейрунгри не могут запустить отопление. В чем проблема? Помощь пожилым. Насколько получает нужную поддержку эта категория граждан по республике? Сюжет из Алдана. Обилимпийск-2019. Якутяне участвуют в конкурсе профмастерства среди людей с инвалидностью. Какие есть направления? 56 лет в эфире. Сегодня день якутского телевидения. Обратный отсчет до старта турнира по вольной борьбе и памяти Дмитрия Коркина. Остались считанные дни. Сборная Якутии проводит завершающие тренировки. По факту смерти бывшего начальника подземного рудника «Мир» проводится процессуальная проверка. Напомним, что в понедельник Алексей Бургсер и экс-исполняющий обязанности главного инженера предприятия были задержаны по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшие гибель людей и крупный ущерб на руднике «Мир» в 2017 году. Сегодня утром тело бывшего начальника было обнаружено в СИЗО. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. 8 октября текущего года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение об обнаружении в следственном изоляторе тела бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бургсера с признаками суицида. Бургсер являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшим по неосторожности смерть 8 лиц и причинение крупного ущерба. По данному факту, по указанию руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия, организовано проведение процессуальной проверки, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел. Стало известно, что компания «Алроса» окажет материальную помощь семье погибшего Алексея Бургсера. Цитата: «Это трагическое событие не только для семьи, но и всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что итоги проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего», сказал генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. К другим новостям Упордор Вилюй сообщил о демонтаже наплавного моста через реку Отчугуй-Батобуе на 1151 километре трассы Вилюй в Мирнинском районе. А демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702 километре, это на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов, запланирован на 12 октября. В период начала ледостава до остановления переправы, ориентировочно это середина декабря, будет установлен перерыв движения по данным водным преградам. Обратный ввод объектов в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2020 года после строительства новых мостов. Длина сооружения через реку Отчугуй-Батобуе составит 191 метр, через Тюкян 267 метров. Ввод этих объектов позволит ликвидировать временные понтонные переправы, благодаря чему участки трассы станут круглогодичными. Тем временем ГИМС информирует, что движение маломерных судов после закрытия навигации запрещено. На территории Ленского и Алекминского районов это будет с 10 октября, а навигация на территории Мирнинского района уже закрыта с 5 октября. Уважаемые судоводители, напоминаем, что движение маломерных судов после закрытия навигации запрещено за нарушение правил плавания и правил пользования маломерными судами на водных объектах страны. Предусмотрена административная ответственность, сообщает Госинспекция по маломерным судам по республике. Аэропорт Алекминска с 4 октября не принимает самолеты из-за размокания взлетно-посадочной полосы. Всего задержаны 4 рейса из Якутска в Алекминск, также задержаны рейсы из Алекминска в Иркутск. Отметим, что из-за ежегодного размывания грунта на взлетно-посадочной полосе аэропорт не может полноценно работать до 3 месяцев в год. Решить проблему может только полная замена грунтового покрытия на искусственное. На эти цели уже выделено почти 3 миллиарда рублей. Работы по реконструкции аэропорта должны начаться уже в текущем году.
Айсен Николаев потребовал усилить работу по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. На эту тему он провел совещание в режиме видеоконференц-связи с главами районов. Глава напомнил, что в регионе предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда, что является самым большим показателем в стране. Айсен Николаев озвучил, что муниципальные образования, в которых работа выстроена четко и ведется активными темпами, могут рассчитывать на выделение дополнительных денег за счет перераспределения финансирования. По данным, к районам, которые слабо выстроили работу, относятся Ниренгринский и Сунтарский районы. Поэтому принято решение о перераспределении средств этих районов в Хангаласский, Чурапчинский и Татинский улусы. Работа двигается в целом удовлетворительно. На 3 миллиарда у нас контракты уже заключены. Сейчас на стадии объявления и подписания еще контрактов порядка на 1,5 миллиарда. Вместе с тем хочу отметить, что по некоторым районам у нас, коллеги, ситуация не очень хорошая. Нет готовности застройщиков по участию в аукционах в связи с разными проблемами. Так, у кого-то там земля не оформлена, у кого-то проектные документы еще не вышли, у кого-то нет госэкспертизы. Вот. Соответственно, я вас всех предупреждал, что по тем районам, по которым у нас будет понимание, что опоздание уже критическое, мы будем принимать решение о перераспределении в пользу тех районов, где работа идет достаточно успешно. Отопительный сезон в Нейрюнгри начался 9 сентября, однако в доме номер 15 по улице Карла Маркса до сих пор нет тепла. В этом офисном центре работают несколько предприятий, в том числе Управление соцзащиты района, организация «Мои документы», Центр занятости, филиал Алданского политехколледжа. В ситуации разбирались наши ниренгринские коллеги. Когда температура на улице -4, в здании всего около 10 градусов. Посетителей и работников сложно отличить, так как все в помещениях находятся в верхней одежде. Давно остывшие батареи заменяют работающие с утра до вечера электрообогреватели. То есть у нас постоянно работают обогреватели, бесперебойники постоянно у нас сгорают, выключаются. Вот у нас некоторые люди уже прошли на больничный, потому что невозможно в таких условиях работать. Марина пришла сегодня в Центр занятости в поисках работы и, кажется, уже пожалела. За те полчаса, что она провела в здании, девушка замерзла окончательно. Не могу снять шапку. Руки тоже замерзают. Я не знаю, как здесь, в принципе, работают люди, то есть они здесь находятся допустим, не полчаса, а весь полный рабочий день. Здание на Карла Маркса 15 имеет общую площадь около 6000 квадратных метров. Его собственником является Министерство имущественных отношений Республики Саха-Якутия. Но в 2014 году оно было передано в оперативное управление автономному профессиональному образовательному учреждению «Учебный центр». Государственные учреждения арендуют площади в здании безвозмездно и платят только за коммунальные услуги. А цокольный этаж центра снимают на платной основе предпринимателей. В нашем здании находятся арендаторы, которые платят нам арендную плату, должны платить. Заключены с ним договора, но есть такие, которые просто вообще категорически не платят. Вот, например, целый год в этом году один такой арендатор есть, который вообще нам не платил. Соответственно, поэтому сложилась такая ситуация. Но арендатор ООО «Полиграфический центр» в лице директора Сергея Машарыпова уверяет, что никаких долгов по аренде у него нет. Что есть несогласие с арендодателем, который, по его словам, неразумно увеличил стоимость аренды. И когда он выразил свое неудовольствие, применил кардинальные меры, вплоть до отключения электричества. Учебный центр отключил нам электричество. Мы не эксплуатируем помещение, людей сократили. Из полиграфического центра остался я, дизайнер и менеджер. Эти помещения, в которых мы сейчас находимся, находятся в ведении предприятия «Юнит». «Юнит» оплачивает аренду четко, стабильно, месяц в месяц, без задержек.
Тем не менее, учебный центр подал заявление в арбитражный суд на недобросовестного плательщика. На сегодня задолженность центра перед теплосбытом составляет 660 тысяч рублей. Исполняющая обязанности директора Елена Игнатова заверяет, что, собрав авансом оплату за аренду, она рассчиталась с долгами. Буквально вчера мы уже окончательный расчет произвели, все, оплатили остатки задолженности, и поэтому сегодня нам должны к 5 часам вечера подать теплоэнергию. В процессе съемок стало известно, что в настоящее время здание переходит в руки другого управляющего, поскольку в учебном центре идет реорганизация. Но это уже совсем другая история. До выхода в эфир, к сожалению, тепло в здание подано все еще не было. Мы будем следить за развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Почта России на Дальнем Востоке развивает сервис по приему платежей на дому. Оплатить налоги, государственные пошлины, штрафы ГИБДД теперь можно будет выполнить с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов, что делает визит в почтовое отделение необязательным. Современными технологиями уже владеют более 1000 дальневосточных филиалов. В населенных пунктах с устойчивым интернетом почтальонов оснастили около 150 терминалами. По итогам 9 месяцев этого года в регионах Дальнего Востока через новый сервис было проведено свыше 2,5 миллионов платежей. Сейчас короткая пауза. Вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее в программе. Помощь пожилым. Насколько получают нужную поддержку эта категория граждан? Обилимпийск 2019. Якутяне участвуют в конкурсе профмастерства среди людей с инвалидностью. В каких направлениях участвуют наши? 56 лет в эфире. Сегодня день якутского телевидения. Обратный отсчет до старта турнира по вольной борьбе памяти Коркина. Остались считанные дни. Сборная Якутии проводит завершающие тренировки. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. По данным еженедельного мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями установлено, что в республике показатели заболеваемости находятся ниже эпидпорогов, рассчитанных на этот период. По данным лабораторного мониторинга на территории Якутии циркулируют вирусы негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. А в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже охвачено более 320 тысяч жителей республики, что составляет 34% от общего числа населения. В том числе детей привито более 149 тысяч, а взрослых более 172 тысяч человек. Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики получить прививку от гриппа и соблюдать все необходимые меры профилактики гриппа и ОРВИ. Насколько получают нужную помощь пожилые люди? Как известно, поддержка, оказываемая этой категорией граждан, носит комплексный характер, однако степень доступности этой помощи в городской и сельской местностях сильно разнится. В селах нуждающиеся граждане надеются в основном на социальных работников. Какие сложности зачастую стоят перед жителями и получают ли они в конечном итоге всю необходимую помощь? Из Алдана передает наш корреспондент Татьяна Вахнина. Семью Григорьевых соцработник села Хатыстыр Анна Арискина навещает дважды в неделю. В этот раз она пришла к подопечным вместе с сотрудниками управления соцзащиты. Хозяйка Наталья Дмитриевна хлопочет на кухне. С приготовлением обеда ей помогает пришедшая в гости соседка. Женской работы по дому хватает. У хозяина же с наступлением холодов забот становится меньше. Ну, сейчас сижу вот. Чего больше делать-то? На улице хожу. Дрова таскаю. Георгий Павлович перенес инсульт. Здоровье восстановилось не полностью. Впрочем, на самочувствие хозяин старается не жаловаться. А вот отдыхать и бездельничать мужчина не привык. Садим огородик свой, там потихоньку он мне на улице летом, на воздухе свежем. Ага. Где сможет, так помогает мне. Помощь по дому соцработника неоценима. Анна Николаевна, а для хозяев Аннушка, купит продукты, приготовит обед, наведет порядок, сопроводит в амбулаторию. Отказа от нее нет ни в чем. Она вообще всем помогает здесь. Людям, которые даже лежат, помогает, смотрит за ними.
Кроме Георгия Павловича, у Анны Николаевны еще 6 подопечных. Впрочем, фактическое число тех, кому соцработник стремится помочь, значительно превышает официальную цифру. Постоянно знаю, которые одинокие живут, я их всех знаю, предлагаю им помощь. Они говорят, нет, пока не надо, пока мы сами справляемся, но в будущем, конечно, может. С домашними хлопотами супруги справляются. Решить не могут они один вопрос – оформить инвалидность Георгию Павловичу. Формальные тонкости сопряжены с массой проблем. Добраться из отдаленного села в райцентр сложно, а комиссия ведет прием граждан всего несколько дней в месяц. У нас так получилось, что мы все оформили, но комиссию не смогли пройти, она с Теренкой приезжает. И нас целых 3 дня там в поликлинике замучили. Проблемы с оформлением инвалидности у многих жителей сел имеют место. В будущем ситуация обещает измениться. В Алданском районе начала работу межведомственная мобильная бригада. Жители сельской местности смогут получать комплекс социальных и медицинских услуг. Задача именно мобильных бригад, то есть это межведомственное взаимодействие именно по решению всего спектра социальных вопросов, также и медицинских вопросов, да, то есть которые возникают в процессе жизнедеятельности. Для жителей сельской местности мобильной бригадой будут организовываться выезды в райцентр. Семью Григорьевых сотрудники соцзащиты взяли на контроль. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, село Хатыстыр, Алданский район. В Ленске продолжается строительство сквера старожилов и ветеранов. На данный момент производится планирование и разметка площадки, отсыпка и дальнейшее бетонирование территории. За создание городского объекта проголосовали сами ленчане в рамках программы «Комфортная городская среда». Контракт переходящий, работы продлятся на следующий год. После завершения в городе появится еще одно комфортное место отдыха. У нас разбито на 3 этапа. Это сквер, будем говорить, сквер ветеранов. Сегодня мы устанавливаем флагшток. То есть первый этап – это монтаж фундамента и сборка и монтаж самого флагштока. То есть все остальные работы поэтапно будут переходить на весну и летний период окончания. Якутский научный центр Сибирского отделения РАН отмечает 70-летний юбилей. В честь этого праздника сотрудники институтов, представители ученого сообщества возложили цветы к памятникам академиков Владимира Ларионова и Юрия Шафера. Шафер был первым директором Института космофизических исследований и аэрономии при якутском филиале Академии наук Советского Союза, а Владимир Ларионов – первый академик Российской академии наук из Якутии. Он стоял у истоков создания Института физико-технических проблем Севера в 1970 году. Тогда же началось активное строительство и интенсивное освоение северо-восточной территории России. То есть мы в нашем регионе фактически первые начали заниматься систематической наукой. А вот по трубам, по техническим системам открыли институт. Это первые в нашем и городе, и республике, в Сибирском отделении. Поэтому можно считать нас пионерами. Мы прошли долгое время, это, в принципе, считать можно 70 лет. Там это послевоенное было время, стройки. Потом была перестройка, знаете, 90-е годы. Тоже фактически, можно считать, войной. Мы сумели выстоять, науку смогли удержать на должном уровне. Юбилейные мероприятия продолжились собранием в здании научного центра. Принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он поздравил всех с праздниками, отметил важность науки в развитии всего региона. Достижения якутских ученых сегодня, как известно, приносят свои результаты в сфере строительства, коммунального хозяйства, также сохраняют идентичность коренных народов Севера Республики. Сегодня день якутского телевидения. 56 лет назад, 8 октября, вышла первая регулярная программа. Сегодня национальная вещательная компания «Саха» – одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний страны. Компания была создана указом президента Якутии 3 марта 1992 года, а информационный телеканал «Якутия-24» начал вещание 1 февраля 2018 года. Масштабная модернизация производства позволила НВК «Саха» перейти на новый качественный уровень теле- и радиовещания, который оценивают телезрители каждый день.
Якутия в этом году представила наибольшее количество компетенций на региональный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Соревнования будут проходить на 14 площадках в 2 городах – в Якутске и Нерюнгри. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Сусанны Рожиной. Обилимпикс – это система конкурсов профмастерства людей с инвалидностью, национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского общества. Якутия участвует в движении с 2016 года, и с каждым годом качество и количество участников улучшается. Мы хотим, чтобы те люди, у которых со здоровьем имеются проблемы, могли также участвовать в жизни страны, в жизни республики, быть полезными ими на профессиональном поприще, и чтобы вот их мастерство профессиональное позволило бы им наравне со здоровыми участниками, со здоровыми людьми также успешно работать. В этом году в чемпионате принимают участие 134 конкурсанта в 3 возрастных категориях – школьники, студенты и специалисты. Оценивать работу будут более 150 экспертов. У меня есть таланты, которые я хочу продемонстрировать всем. Обязательно первое хочу занять место. В Якутске одной из площадок проведения регионального этапа выбран медицинский колледж по 2 компетенциям. Это медицинский социальный уход и лабораторный медицинский анализ. Всего по 5 участников. В компетенции медицинский социальный уход участвуют также Алданский медицинский колледж и Жатайский техникум. Ожидаю многого. Да, для меня это мое будущее, это моя будущая профессия, это мой выбор, получила большой опыт от этого участия. Да, повторила то, что вначале нам учили, как его на лекции говорили. Как отмечают организаторы и эксперты чемпионата, данное движение активно содействует дальнейшему трудоустройству выпускников с инвалидностью и вовлекает работодателей в инклюзивное образование. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Более 280 школьников приехали со всей республики в Якутск, чтобы побороться за звание чемпиона Якутии по шашкам. 24-е республиканские соревнования среди детей школьного возраста по русским шашкам проводятся на призы мастера спорта Советского Союза, призера Европы среди ветеранов Николая Саввинова. Участники – это юноши и девушки в 4 возрастных категориях с 2004 по 2011 годы рождения. Победители и призеры по 10 место получат денежные и поощрительные призы. Общий призовой фонд турнира составил 80 тысяч рублей. Заниматься шашками, шахматами очень полезно, потому что, во-первых, отвлекает от компьютера. Целыми днями сидеть за компьютером, толкать или думать над доской шахматными задачками или соревноваться шашка-шахматы, эта голова очень хорошо работает. И все наши ребята, которые играют и очень хорошо учатся. Столько лет, столько соревнований ездят, все равно они учатся только на 4,5. Якутия готовится к проведению 12-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. Соревнования пройдут с 11 по 13 октября в Триумфе. На сегодняшний день свое участие подтвердили около 30 стран, в том числе Соединенные Штаты, Иран, Грузия, Япония, Азербайджан, Турция и Куба. Сегодня в спортивном комплексе «Триумф» прошла открытая тренировка. Репортаж Ольги Башук. Считанные дни остались до турнира памяти Дмитрия Коркина. Он пройдет с 10 по 13 октября в Якутске в спортивном комплексе «Триумф». Ожидается появление плеяды титулованных борцов. Хаджи Алиева из Азербайджана, Сушил Кумара из Индии, Йовля Сабоны из Кубы и Чингисхана Эрдогана из Турции. Якутию на турнире представят 65 спортсменов. И, по словам начальника команды, основной костяк – это категории 57, 61, 65 и 70 килограммов. Лидеры команды – это 57 Арьян Тютерин, Петр Константинов, Михаил Иванов, там параллельным зачетом будет бороться. 61 там Эдуард Григорьев, Петр Павлов, Яков Павлов, Дмитрий Аксенов. 65 капитан команды Виктор Рассадин, Айсем Потапов, Джулус Булатов.
и 70 там Тимур Николаев, Иван Ефремов, и на 74 Герман Устинов, и 92 там Ниргот Сегин будет бороться. Все тренировочные мероприятия, которые проходили с начала лета в несколько этапов, уже подошли к концу. Сейчас у спортсменов идет подгонка веса. Мы очень хорошо подготовились. Сейчас у нас уже подводящий этап. Осталось буквально вот считанные дни, 3 дня осталось. В пятницу у нас уже первый день борьбы. Ребята, в принципе, все готовы, все настроены. Травм практически ни у кого нету таких. Самой первой из иностранных гостей в Якутск прибыла сборная Японии. В ее составе 3 борца и тренер. Спортсмены из страны восходящего солнца принимают участие в турнире с 2014 года. Но в этом году обновленный состав выступит впервые. Мы приехали в составе 4 человек. В весовой категории 57 килограммов есть спортсмен Казуя Коянаги. В категории 61 килограмм Юдай Фудзита. И в категории 65 килограммов выступит спортсмен Дзиро Исо. На мой взгляд, все преимущества есть у спортсмена Коянаги. Всего заявлено 10 весовых категорий. Чемпион каждой из них получит по $5000. Второй призер – $3000. И для бронзовых чемпионов предусмотрена награда в размере $1000. Ожидается, что традиционный международный турнир памяти Дмитрия Коркина станет одним из самых ярких событий в мире спортивной борьбы. Ольга Башук, Семен Семенов, Якутск. Якутия-24 продолжает свою работу в прямом эфире. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.